Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», с вами Юлия Апел. Главное в программе сегодня. НАТО сообщает о движении российских войск через границу с Украиной. Хакеры взломали электронную почту СМИ, критикующих политику Кремля. Из России и Украины утекают деньги. Начнем с обзора новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Хакеры взломали сайты, поддерживающие экономические санкции Запада против России и критикующие войну с Украиной. Атаке подверглись украинские и узбекские сайты. Однако хакерская группа blackhacker.ru, и взявшая на себя ответственность за взлом, предупреждает, что это только начало. Подробнее Шахида Якуб. На веб-сайте blackhacker.ru говорится о том, что хакеры группы «Мы против санкций» взломали почтовый ящик Gmail и располагают большим количеством информации, которую будут поэтапно сливать в интернет. Группа говорит, что сливу будут подлежать все данные тех, кто является, по их мнению, американскими марионетками. Мы связались с экспертом по кибербезопасности, имя которого изменено, и попросили рассказать об этой группе. На самом деле группа появилась достаточно давно, уже порядка 5 лет назад, в 2009 году были первые анонсы про эту группу. Группа не состоит из таких серьезных специалистов по информационной безопасности, однако предоставляет некие услуги в этом направлении. Узньюзнет, пожалуй, единственный независимый информационный сайт на русском языке, посвященный Узбекистану. Сам сайт уже несколько раз подвергался атакам хакеров, а его главный редактор Галима Бухарбаева, лауреат международной премии за журналистское мужество, постоянно получает угрозы от неизвестных людей. Мы связались с Галимой по скайпу и спросили, с чем связано нынешнее нападение. Она серьезна, потому что та почта, которая была взломана, хранила очень много информации, касающейся не только моей личной переписки, а прежде всего работы. И сегодня мы видим, как вообще абсолютно нагло и бесстыдно люди публикуют ту информацию, которая может подвергнуть нашу сеть в опасности. Но те люди, которые украли, в принципе, всю мою переписку, они как бы и не таятся и заявляют о том, что они являются российскими хакерами из группы Black Hackers. И именно они все опубликовали онлайн. Вы публикуете новости исключительно об Узбекистане. Почему российский хакер будет вами интересоваться? Ну, в принципе, они сами обличают как бы главную цель, которую они ставили. Они хотели доказать, что я или же сайт Uznewz работает, естественно, на каких-нибудь американцев или является, сателлитом западной политики. Скорее всего, россиян особенно разозлила наша позиция по Украине. Им очень не нравилось то, что мы писали и говорили о том, что на самом деле все, что связано и происходит в Украине, это касается нас всех, потому что сегодня Москва показывает, что наша независимость на самом деле была очень призрачной, она была мнимой. И нам не следует, в принципе, 23 года отмечать независимость ежегодно, потому что никакой независимости нет. А если вы на самом деле захотите получить независимость, вы получите войну, как это случилось в Украине. Были опубликованы имена журналистов в Узбекистане, которые на вас работают. Чем это грозит для них? Я не могу предугадать, но власть сегодня имеет как бы на руках подтверждение, и если она захочет пойти за кем-то из них, наказать кого-то из них, то, к сожалению, она имеет на это возможность. Хакерские атаки, взлом неподконтрольных интернет-СМИ – это оружие, применяемое властями во многих странах мира. Аналогичные ситуации в Беларуси, например, с сайтом «Хартия», который также часто подвергается нападениям. О том, как защищаются белорусские коллеги, мы беседовали с сотрудником «Радио Свобода» в Минске Валерием Калиновским. Валерий, вы слышали, что случилось в Узбекистане? Ситуация, кажется, типичной для Беларуси, еще одной страны на постсоветском пространстве, где преследуются журналисты. Это ничего не нового. И белорусским журналистам приходится каким-то образом остерегаться, носить дополнительные блоки компьютеров, менять пароли. Но это ничего не помогает, потому что если хотят спецслужбы получить информацию, они не воруют какие-то данные, они забирают компьютеры. Да, что происходит после того, как они забирают компьютеры и изымают всю информацию? Им лично грозит какая-то, их жизни грозит угроза, их сажают в тюрьму или просто оштрафовывают? Слава богу, с журналистами еще обошлось, но касательно правозащитников, то, скажем, почти весь правозащитный центр «Весна» в Минске попал под уголовное преследование после того, как информацию они добыли сначала в Польше и Литве, а потом конфисковали их компьютеры. И по итогам этого уголовного процесса один человек, это Олесь Беляцкий, глава этого правозащитного центра, был осужден на 4,5 года тюрьмы.
его имущество было наполовину конфисковано. Только потому, что КГБ удалось добыть важную финансовую информацию о деятельности правозащитной организации. То есть есть такой, видимо, отдел КГБ, который исключительно занимается самой их любимой категорией, это правозащитники и журналисты. Единственное, кто выступает против режима и политики господина Лукашенко. Так есть отдел КГБ, который занимается правозащитниками, и это известные люди, и есть, которые занимаются журналистами, а также есть, которые занимаются Радио Свобода. Ну, а вот вы журналист, вы из Минска, вы тоже под колпаком? 100%. Я так убежден уже много лет, но, понимаете, они еще не стремятся делать какие-то большие скандалы, они не стремятся каким-то образом повлиять. Ну, за исключением, может быть, на каких-то акциях политических могут арестовать, поддержать, ну и отпустят, как в этом году меня задерживали на 2 часа. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. В Украину входит российская военная техника, сообщают в НАТО. Это главная тема у наших коллег. Юлия, продолжайте. Сергей, спасибо. Да, действительно, НАТО сообщает о движении колонн российских войск и военной техники, в том числе танков, артиллерии и боевых подразделений через границу с Восточной Украиной в последние 2 дня. Во вторник командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлов также заявил, что Россия усиливает свои базы в Крыму. По словам Бридлова, в Крым перебрасываются российские силы, которые могут быть и ядерными, но размещают ли там ядерное оружие, НАТО не знает. Между тем, эти новости дополняют ряд многочисленных сообщений о полетах российских ВВС вблизи европейских границ и над Атлантикой. Эти маневры сейчас активно обсуждаются в экспертном сообществе. Подробности в нашем репортаже. По данным аналитического центра European Leadership Network, за последние 8 месяцев такие российские самолеты вторгались в воздушное пространство НАТО или приближались к нему уже почти 40 раз. Согласно представленному организации докладу, 1 раз едва не произошло столкновение с гражданским самолетом над Данией. Организация сообщает и о появлении российской подводной лодки в водах Швеции, в связи с которым была начата масштабная поисковая операция, а также о похищении офицера эстонской разведки и даже об учебной ракетной атаке на США. Речь идет об очень серьезных вещах. Говорит директор международной программы Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйл. Мы наблюдаем попытки скомпрометировать гарантии безопасности, надежность гарантий безопасности, которые Запад предоставляет бывшим коммунистическим государствам. Эти гарантии выражаются как в письменных обязательствах, так и в создании небольших постов, подобных этому, расположенному в Польше. Однако сейчас такие объекты расширяются, и страны НАТО проводят у границ России дополнительные учения самостоятельно и со странами-партнерами. Такие учения прошли недавно в Украине. Нам необходимо донести до Москвы мысль о том, что мы не пытаемся задираться или обострить ситуацию, но мы и не боимся этого. По словам экспертов, более агрессивная военная позиция России в Европе – это прощупывание обороны НАТО в сочетании с попытками представить себя в выгодном свете перед населением. Однако, как считает Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований, серьезной военной угрозы нет. Сегодня военно-воздушные силы России уже далеки от масштабов советских времен. Они значительно меньше по численности и обладают меньшим потенциалом, чем советские ВВС в 80-х годах. Однако новые инвестиции позволили российской военной авиации активизироваться, а в последующие годы планируется провести дальнейшую ее модернизацию. Я думаю, это демонстрирует уровень амбиций российской элиты. По словам экспертов, налицо стремление предотвратить дальнейшую экспансию НАТО у российских границ и даже заставить Альянс отступить от своих обязательств перед бывшими советскими государствами. На это НАТО не пойдет никогда. Коллеги в Праге, теперь передаем слово вам. Сергей. 110 миллиардов долларов – чисто отток частного капитала из России с начала года. Это данные Центра развития Высшей школы экономики в Москве. Деньги утекают из России из-за санкций Запада, пика платежей по долгам и стагнации экономики, пишет Deutsche Welle. До конца года отток составит 128 миллиардов долларов, прогнозируют в Центробанке. Как будет чувствовать себя Россия в 2015-м без этих миллиардов и как их отток отразится на доходах россиян и ценах в магазинах? Ответить на эти вопросы нам помог финансовый аналитик из Нью-Йорка Фарход Инагамбаев. Фарход, здравствуйте. Скажите, с чем связан сейчас вот этот увеличивающийся отток капитала из России? Сейчас Россия
как смотрится как политический риск. И неопределенно, как мы полагаем, санкции будут действовать как минимум год или 2 года. Скажите, как отток капитала из России отразится на простых жителях? Что произойдет? Вырастут ли цены или что-то еще случится? В обменных курсах это отражается. Рубль с каждым днем падает, и это значительно уменьшает покупательские способности обычного россиянина, так скажем. Это был финансовый аналитик из Нью-Йорка Фарход Инагамбаев. Как на москвичах отражается колебание курса рубля? Цифры и диаграммы – это одно, а ответы людей совсем другое. Вот наш корреспондент в Москве провел Vox Populi. Глаз народа таков. Мои артисты уже начинают роптать по поводу зарплат. Поэтому не только на мне, но и на всех. Чрезвычайно трудно совершать какие-то, например, онлайн-платежи, если это, например, нужно делать в евро, поскольку приходится покупать евро, класть их на карту, и, соответственно, с учетом нынешнего курса это чрезвычайно сложно. Пока не поедем в отпуск, то есть ничего не планируем. А вы? Тоже стало меньше тратить. Тратить чего? Денег. Каких? Российских рублей. То есть экономите? Экономим. Но что-то будете предпринимать в связи с тем, что рубль резко упал и продолжает падать? Мы ждем, чтобы он хотя бы зафиксировался. Пускай он будет 50 рублей, но чтобы я знала, что он не скачет каждый день и не падает. И уже тогда с этими вводными будем как-то планировать свое дальнейшее. Потому что сейчас, когда он очень колеблется, это тяжело. Что касается доллара и евро, нас это не касается. Но то, что стали дороже продукты, это совершенно верно. Это очень плохо, все услуги дорожают. Дорожает ЖКХ, это безобразие. Ничего другого нет, а цены выше. Не лучшие времена переживает и украинская экономика. Боевые действия на востоке страны подорвали национальную валюту. Гривня на межбанке упала до исторического минимума 16,25 за доллар. Опасаясь за сбережения, с начала года украинцы сняли со своих депозитных счетов почти 34,5 миллиарда гривен и более 7 миллиардов долларов. Об этом пишет Хабс. В нашей киевской студии экономический эксперт, банкир, экс-заместитель председателя Нацбанка Украины Ярослав Солтис. Ярослав Федорович, здравствуйте. Что, кроме пушек на Донбассе и отказа Нацбанка, как мы знаем, поддерживать гривну, бьет по украинской валюте сегодня? Да, главной причиной нестабильности гривни, кроме причин, которые на востоке Украины, это административное вмешательство людей, которые не должны вмешиваться в курс гривни, как и в цену любого товара на рынке. Если Нацбанк перестанет диктовать курс, а будет вмешиваться рыночными методами, гривня будет стабильной. А контролирует ли ситуацию Нацбанк, который, кстати, уже не раз устами своего председателя Гонтаревой обещал, стабилизацию курса? Но это он погорячился. Не может начальник гидрометцентра гарантировать температуру на завтра. Он может влиять, если включит отопление. Не вмешиваться, разрешить гривне иметь реальную цену. 17-17, 20-20. И скупать лишнюю валюту, доллары в резервы украинского государства. А не продавать, как она это делала перед этим. Нельзя продавать скудные резервы украинского государства. Валютные. Я понял, но если ограничить и так ограниченные интервенции Нацбанка, доллар, на самом деле может взлететь выше 20 гривен. Не страшно. Если взлетит, значит, он остановится и вернется назад. Сегодня цены в Украине, в отличие от России, не растут. На рынке картошка, мясо, молоко, одежда практически не растут в цене, в гривнях. А в долларах резко падает. Также жилье падает, машины падают в цене. А как связано падение российского рубля с падением гривны? Никак не связано. Российский рубль идет своим путем, мы своим путем. Мы не привязаны к российской экономике так тесно, как было раньше. Спасибо. Из Киева экономический эксперт, экс-заместитель председателя Нацбанка Украины Ярослав Солтис. Мы говорили о ситуации с гривной. Это интервью также на нашем сайте currenttime.tv.
Программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. НАТО фиксирует переброску в Украину российской военной техники. В альянсе заявляют, в Украину входят российские танки, артиллерия и боевые части. И вот в контексте этих новостей и событий Россия и США фактически борются за внимание другого гиганта, за внимание Китая. И более подробно об этом наши коллеги в Вашингтоне. Юлия. Сергей, спасибо. Многомесячные переговоры между Вашингтоном и Пекином по вопросу сокращения выбросов парниковых газов завершились подписанием соглашения. Об этом по результатам встречи президента Обамы и председателя Си Цзиньпина объявил Белый дом минувшей ночью. Учитывая, что США и Китай являются основными источниками выбросов углекислого газа в атмосферу в мире, этот договор может сыграть ключевую роль в глобальной борьбе с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал лидеров двух стран за их усилия в поисках решения этой проблемы. Госсекретарь Джон Керри опубликовал по этому поводу сегодня колонку в газете «Нью-Йорк Таймс». Он пишет, две страны, которые на протяжении 20 лет считались лидерами противоположных лагерей в переговорах на тему изменения климата, объединились и нашли общий язык в решительном намерении добиться продолжительного прогресса в отношении беспрецедентного глобального вызова. И ведущий CNN Джейк Теппер в Твиттере называет это историческим соглашением. Вообще же Китай, и без того важный игрок на мировой арене, сейчас оказался нужен всем. В частности, Владимир Путин вновь обратил взор к Пекину, с которым Москва, в числе прочего, заключила крупную газовую сделку. Но и президент Обама говорит о необходимости поднять американо-китайские отношения на новый уровень. И с нами на прямой связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, приветствую. Итак, вопрос. Каковы подробности нового соглашения и о каком новом уровне отношений идет речь? Со своей стороны обязался начать сокращение выброса парниковых газов к 2030 году. На первый взгляд может показаться, что Соединенные Штаты взяли на себя более конкретные, более далеко идущие обязательства, но это не совсем так. Дело в том, что Китай впервые вообще согласился пойти на подобные меры, и для того, чтобы добиться даже этой, ну, можно сказать, достаточно скромной цели, Китаю потребуется довести процент энергии, производимой в стране, из возобновляемых источников до 20%. Это серьезная задача. Есть некоторые сомнения в том, что Китай сумеет эту задачу выполнить, так же, как и есть сомнения в том, что Соединенные Штаты сумеют реализовать вот те планы, которые обнародовал президент Барак Обама. Дело в том, что для того, чтобы эти планы осуществить, понадобятся законы, которые должен будет принять Конгресс, и при республиканском большинстве в Конгрессе существует сомнение в том, что законодательная палата пойдет на такие меры. Но нужно сказать, что соглашение о сокращении выбросов парниковых газов — это не единственное достижение состоявшегося в Пекине саммита. Там был достигнут целый ряд договоренностей между Соединенными Штатами и Китаем. Это и прорывное соглашение о снижении или отмене пошлин на высокотехнологичные товары. Это и соглашение о смягчении визового режима между двумя странами. Это и соглашение о военном сотрудничестве. Это и обсуждение возобновления деятельности рабочей группы по кибербезопасности. То есть объем работы, который был проведен Бараком Обамой и китайским лидером за вот эти 2 дня, достаточно большой. Тем не менее, нужно отметить, что Соединенные Штаты и Китай остаются соперниками. И это наиболее очевидно в том, что на саммите в Пекине США и Китай продвигали свои собственные альтернативные проекты экономической интеграции Тихоокеанского региона. США продвигают проект Тихоокеанского партнерства, в который должны войти 12 стран, но не Китай и не Россия, в то время как Китай продвигает собственный проект. Это зона свободной торговли в Тихоокеанском регионе, в которой должны войти все страны региона, включая и США, и Россию. И саммит, который состоялся в Пекине, поддержал дорожную карту, предложенную китайским лидерам по созданию такой зоны свободной торговли. Но нужно отметить, что объем тех соглашений, о которых объявили американские и китайские лидеры, оказался больше, чем предсказывали
многие наблюдатели. И это не только результат того, что обед, который дал в честь президента Барака Обамы Си Цзиньпин, продолжался ни много ни мало 5 часов. Это результат многомесячной работы по подготовке вот этого саммита. И мне кажется, что события последних 2 дней, вот этот саммит в Пекине, достаточно очевидно продемонстрировали новую реальность на международной арене. Китай стал именно той державой с его наиболее динамично развивающейся в мире экономикой, именно той державой к развитию стратегических отношений, с которой стремятся и Соединенные Штаты, и Россия. Спасибо, Юлия. Миша. Большое спасибо. С нами был Михаил Гудкин из студии в Нью-Йорке. И снова передаем эфир в Прагу. Мы возвращаемся к главной теме дня. По данным НАТО, в Украину входит российская военная техника. ОБСЕ ранее сообщал о колоннах без опознавательных знаков. У НАТО, как видим, сообщение иное. И вот реакция Минобороны России: за регулярным сотрясением брюссельского воздуха о якобы присутствии российских вооруженных сил в Украине не было и нет никаких фактов. Это цитата генерал-майора Игоря Коношенкова. И в контексте этих сообщений любопытным выглядит намерение властей Приднестровья провести референдум о независимости. Заявление президента республики Шевчука звучит на фоне его встречи с вице-премьером России Рогозиным. Аналитика далее в разговоре с политическим обозревателем Брайаном Уитмаром. Брайан, власти Приднестровья опять заявляют о проведении референдума о самоопределении. Но Приднестровье уже давно, мне кажется, самоопределилось и давно живет независимой жизнью от Молдовы. Что послужило сейчас вот этому заявлению? Но я считаю, что это необходимо смотреть на этом в контексте, потому что это событие не происходило в изоляции. Смотри, месяц назад текст соглашения между Россией и Абхазией был опубликован. При этом тексте граница Абхазии будет фактически под контролем России, и будет интеграция вооруженных сил России и Абхазии. Это де-факто, как аннексация Абхазии. То есть Абхазия станет очередным субъектом Российской Федерации? Ну, это рано об этом говорить, но вот тенденция это очевидна. Это один. Второй, несколько маленьких событий. Рокки-тоннел между Россией и Южной Осетией открывался. Вот это гораздо легче транспортировать в оружие или что может быть необходимо в Южной Осетии. Тем более, Южная Осетия делает гораздо более жесткий контроль на своей, так называемой, границе со страной Грузии. Кроме этого, есть новые русские войска в Донбассе. Но это надо смотреть, это заявление в Приднестровье в контексте всех этих событий. И что мы видим? Мы видим Россию консолидировать свой контроль на свой де-факто протекторат. То есть Россия расширяет свои границы таким образом, пусть непризнанным, но... Они неформально расширяют свои границы сейчас, но они уже расширили свои границы. То есть де-факто они уже расширили свои границы, все только признать. Крым, да. Вот. Но я не знаю, если все эти территории будут субъекты Российской Федерации, это еще вопрос. Путин сказал, что он хочет империю, а теперь у него есть империя, которая включается Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и Донбасс. Кто следующий? Да, это хороший вопрос. Я бы смотрел на Гагаузию в Молдове. Есть еще очень важный момент в Приднестровье, что это может быть очень важный с точки зрения конфликта между Россией и Украиной. Напомню, что Тирасполь это только 100 километров от Одессы. И Приднестровье это очень важный пункт для контрабанды оружия и другие вещи, которые, может быть, необходимы в этом конфликте. Большое спасибо. Пожалуйста. Время вновь передавать слово коллегам в Вашингтон. Юлия, продолжайте. Не секрет, что США занимает первое место в мире по удельному числу граждан, находящихся за решеткой. Для некоторых семей это часть быта, а вот для некоторых СМИ заключенные – это благодарная аудитория. Каждый вечер по пятницам Общественное радио в Хьюстоне передает 2-часовую программу для заключенных и их близких. Программа так и называется «Тюремное шоу». Подробности в репортаже из Техаса. KPFT, представьтесь, пожалуйста. Откуда вы звоните?
В еженедельном радийном призен-шоу слушатели принимают активное участие. Они звонят, чтобы передать что-то важное своим близким, отбывающим срок. Ричард, я люблю тебя. Я постараюсь увидеться с тобой в твой день рождения. Среди тех, кто работает в шоу, есть бывшие заключенные, например, продюсер Дэвид Коллинсворт. Эту программу он впервые услышал, отбывая срок. Тогда я понял, что моя судьба кому-то не безразлична. По его словам, в шоу может принять участие любой. У программы уже есть постоянная аудитория. Мы по именам знаем тех, кто звонит нам. Мы стали частью их жизни, а это для нас самое главное. Помимо постоянных сотрудников, призен-шоу привлекает экспертов, которые обсуждают такие вопросы, как здравоохранение, юридическая поддержка или смертная казнь. Добрый вечер, я приветствую вас, особенно тех, кто в Техасе ожидает смертной казни, и близких этих осужденных. Техас лидирует в нашей стране по числу смертных приговоров. С 1982 года казнили 550 человек. У меня есть письмо от Нормана Фонтейна. Он до сих пор так и не получил медицинской помощи. Адвокат Билл Хаббер информирует слушателей об их правах в пенитенциарной системе. Мы представляем полезную информацию тем, кто отбывает срок, и их семьям. Когда эта программа впервые зазвучала в Хьюстоне, она стала первым подобным шоу в стране. С тех пор призен-шоу вдохновило многих. В других штатах стали появляться похожие форматы для дискуссий в этой сфере. Иногда в шоу передают музыку бывших заключенных, например, Денниса Прайса. Он рассказывает о своей жизни во многих песнях, но при этом говорит, что хотел бы двигаться дальше. Я хочу быть хорошим отцом своему сыну, но тюрьма — это уже глава в моей жизни. Прайс описывает пенитенциарную систему штата как жестокую и унижающую. Билл Хаббер отмечает, что техасцы предпочитают политиков, занимающих жесткую позицию в этом вопросе, но их мнение меняется, когда они ближе знакомятся с тюрьмами. Самый быстрый путь превращения консерватора в либерала — посадить его родственника в тюрьму. Хаббер рассказывал, что программа призывает к реформам, как, например, предоставление права заключенным звонить по телефону. Его ввели в 2007 году. Однако проблем, о которых говорят в призен-шоу, еще очень много. И завершая программу, мы бы хотели поделиться с вами фрагментом праздничного концерта, которым в Вашингтоне отметили День ветеранов. He's ordinary. All right, I want to hear you guys sing it. Sing it loud. Ready? I'm going to sing it with you. Everybody in the back, I want to hear it too. Ready? There goes my hero. And Mr. Bruce Springsteen. Star-spangled eyes, who they say you down the wall, yeah. It ain't me, it ain't me. Oh, I gotta love the human baby. Trusting someone bigger than me ever since the day that I believed I am. Это все на сегодня. Вы смотрели программу «Настоящее время». Для вас ее подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас, читайте на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в следующем эфире. Да, увидимся. Мы благодарим коллег в Вашингтоне. Спасибо за ваши материалы. Благодарим всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов.
Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.